Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». Общественное движение «Волонтеры культуры» Ассоциации волонтерских центров запускает проект учреждения культуры от проектной идеи к устойчивому волонтерскому сообществу. В 15 регионах России будут созданы условия для распространения волонтерских инициатив совместно с учреждениями культуры. Волонтеры смогут принимать участие в постоянной проектной деятельности. Как этот проект будет реализовываться в нашем регионе, мы поговорим сегодня с гостем студии Германом Макаровым. Герман Максимович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, так как вы волонтер культуры, вы, наверное, как никто другой, лучше знаете о том, что же представляет собой это общественное движение. Да, волонтерство в сфере культуры является одним из направлений развития добровольчества вообще в России. Да? Общественное движение «Волонтеры культуры» было создано в 2018 году, чтобы сформировать активных граждан и вовлечь их в развитие волонтерства в сфере культуры. Основными направлениями являются это работа с учреждениями культуры, сохранение и популяризация культурных наследий, а также развитие каких-то творческих проектов уже на базе учреждений культуры. В 2019 году общественное движение вошло в национальный проект «Культура», чтобы уже масштабировать реализуемые проекты, да, помочь в реализации творческих проектов, тех же волонтерских уже на базе учреждений культуры. Скажите, а кто может стать волонтером культуры? Для этого нужны какие-то особые навыки или знания в сфере живописи или кинематографа? Нет, волонтером культуры может стать абсолютно каждый человек, каждый гражданин, независимо от пола, возраста, профессии. Сейчас, по данным на 1 сентября 2021 года, у нас на портале добро.ру зарегистрировано 665 волонтеров культуры в республике. Тут нужно отметить, что очень много вовлеченных волонтеров культуры не зарегистрированы на портале добро.ру. Я призываю всех зарегистрироваться на портале, потому что в этом портале вы можете уже узнавать, какие проекты будут, да, какие конкурсы у нас идут. Также карточка волонтера культуры будет свой собственный ID-номер. Будут уже часы, которые по работе будут уже записываться в карточку вот эту. Но волонтеры, помимо деятельности, они же еще, наверное, путешествуют по регионам России. Да, вот как раз сама, так сказать, делегация волонтеров культуры республики начала сформироваться в 2019 году, куда мы ездили 10 сотрудников культурных учреждений республики, также студенты культурных заведений, ездили участвовать в пилотном проекте национального проекта «Культура» в Псковскую область, город Печоры, где мы сохраняли и возобновляли памятники наследия культуры. Вот, и на протяжении недели, получается, я сам ездил, мы жили в монастыре, уже жили вместе с врачами, с учителями, с серебряными волонтерами, с волонтерами, с людьми с промышленной отрасли. Да? То есть разный контингент, любой человек может уже вовлечься в волонтерство именно в сфере культуры. Также потом, после этого, мы по приезду уже в республику в начале 2020 года у нас был первый республиканский форум волонтеров культуры, где участвовало 200 сотрудников учреждений культуры, более 200 из 13 районов республики. Форум длился 2 дня, где мы проводили мастер-классы, тренинги, семинары, чтобы как вовлечь тех же самых волонтеров в сферу культуры. Да. Были спикеры так федерального уровня, так и уже республиканского уровня. Да. Также присутствовала на открытии руководитель всего движения России «Волонтеры культуры» Дарья Жукова. Ну, после этого, как мы все знаем, случилась пандемия. Во время пандемии мы, работники культуры, уже организовали акцию «Культура спешит на помощь», где ветеранам учреждений культуры, пожилым работникам учреждений культуры мы доставляли продукты. Также мы участвовали в республиканском проекте «Мы вместе», который был проведен в рамках празднования 75-летия Великой Отечественной войны. И
на протяжении года были вот несколько проектов уже по развитию самого движения, волонтерского движения в республике. Скажите, Герман Максимович, ведь общественное движение «Волонтеры культуры» в этом году по итогам конкурса Минкультуры Российской Федерации получило 6 миллионов рублей на реализацию, если я не ошибаюсь, 5 проектов. Что же это за проекты? Можете ли вы их перечислить? Да, общественное движение «Волонтеры культуры России» в этом году стало победителем конкурса, который проводил Российский фонд культуры, и получило поддержку уже в виде гранта 6 миллионов. Оно поможет реализовать уже существующие 5 флагманских проектов. Я сейчас их перечислю. Да? Это «Навигатор добровольчества», «Лаборатория успеха», «Культурный квест», «Я добротворец» и проект «Узнай Россию», который будет внедряться в Иркутской, Липецкой, Республике Башкортостан и в нашей республике. На что ориентирован проект «Узнай Россию»? Проект «Узнай Россию», он международный, то есть это развитие, первое, это развитие международного сотрудничества между регионами и между другими странами, чтобы популяризировать достопримечательности России или каких-то туристических мест больших, малых городов нашей России. Также в рамках этого проекта мы проведем несколько мероприятий. Первое мероприятие мы уже открыли в рамках молодежного профсоюзного форума «Профстарт», который прошел в сентябре этого года в селе Булгуньяхтах, где участвовали более 100 молодых активных ребят. Да, мы провели социологический опрос. Этот опрос у нас продолжается. Вы можете ссылку найти на нашей инстаграм-страничке «Добро, культура 14». Второе мероприятие мы уже реализовали. Это была первая викторина. Он был реализован на Ленских столбах, куда наши волонтеры культуры ездили очищать скалы от вандальных надписей. И школа медиа-волонтера, которая начала свою работу с 15 сентября, где, опять же, тут нужно отметить, что участвуют почти все районы нашей республики. Будет еще один конкурс «Медиа-волонтер», он будет с денежным призом, и лучшие работы будут опубликованы на Википедии с сохранением авторства. Также все остальные мероприятия вы можете узнать с нашей инстаграм-странички. Анонсы будут, подписывайтесь, смотрите за обновлениями. Герман Максимович, а какие проекты федерального значения планируется еще развивать в нашем регионе? В нашем регионе, помимо того, как я уже говорил, участие в 2019 году в проекте национального проекта «Культура» в Псковской области, в 2020 году наш регион и город Санкт-Петербург были выбраны как площадка для реализации проекта «Навигатор добровольчества». Тут приняли более 250 сотрудников уже учреждений культуры из 20 районов нашей республики, где мы обучались, как привлечь волонтера, да, как мы уже делали какие-то домашние задания по реализации уже проекта, как работать с теми волонтерами, которые хотят уже с нами работать, да, вот когда к нам приходят. Проект длился месяц, с 1 октября по 30 октября. Нам были выданы классные раздатки. Вот сейчас на мне в худи от этого проекта. Вы тоже, то есть как станете участниками, везде у нас раздаются раздатки, это худи, футболки, да, эко-сумки, какие-то ручки, флешки, ну вот очень классные вещи на самом деле, ну, чтобы мотивировать, да, что волонтерство культуры, оно сейчас реально развивается и в нашей республике, и по всей России. А с какими-нибудь культурными учреждениями ваше движение волонтеров сотрудничает? Может быть, есть какие-то идеи, Да, где надо реализовывать их? вообще любой человек, да, может обратиться непосредственно к нам через наш Инстаграм, или же подойти в любое учреждение культуры города нашего, или же по всей республике, и сказать: я хочу реализовать уже проект в вашем учреждении, да, дайте мне площадку. То есть уже большинство наших сотрудников обучены, они уже знают, как это делать. И я сейчас расскажу уже о действующем проекте.
Проект «Доброта в библиотечном пространстве Республиканской библиотеки для слепых». Он был начат в 2019 году. И этот проект в этом году выиграл всероссийский конкурс «Волонтеры культуры», где участвовало 181 участник, и наша республика оказалась в числе первых этих участников, и, соответственно, мы выиграли грант в поддержку развития нашего уже движения волонтерства. Тут проект этот уникальный, он нацелен для социокультурной реабилитации инвалидов по зрению, то есть детей любого возраста, да, пожилых. И любой человек может реализовать уже свободу мышления, свободу действий. Да? Мы вам даем всю площадку, и работает уже по нескольким направлениям этот проект. Проект тифлокомментирования, проект создания рукодельных книг для детишек, проект создания тактильных изданий, да, чтобы на ощупь смотреть, видеть, да, как это. И проект уже социокультурное мероприятие. У нас в течение 2 лет уже вовлечено более 50 волонтеров, которые работают на постоянной основе. Были организованы больше 50 мероприятий, где мы уже создавали какие-то мастер-классы, классные какие-то проекты. Да? И в этом году Республиканская библиотека для слепых уже вошла в межрегиональный проект «Сказки без границ», который реализовывается сейчас в 5 регионах нашей России. Наша республика станет 6-м регионом для поддержки и сохранения традиций малых народов России. Наша библиотека республиканская подготовила 2 сказки коренных народов Севера нашей республики с сурдопереводом. У нас есть сотрудник, который владеет сурдопереводом. И будут эти сказки, кроме сурдоперевода, еще с тифлокомментированием. Также будут изданы аудиокниги, сказки коренных малочисленных народов Республики Саха. Эти сказки потом увидит уже вся Россия, детишки, которые имеют нарушение слуха, нарушение зрения. И для этого мы сейчас участвуем в межрегиональном проекте. Благодарю вас, Герман Максимович, за такую интересную беседу. Остается пожелать, чтобы в вашем движении волонтеров культуры было как можно больше творческих и продуктивных проектов. Спасибо большое. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя. До встречи.